Болгарии. Меня встретила солнечная погода, и я надеюсь, она продержится долго, потому что я намерена рассказать вам как можно больше всего интересного про эту страну, чтобы и вы могли влюбиться в нее с первого взгляда. Не успели приземлиться, уже СМС. Предложением подключить легкий роуминг от Билайн. Всего 25 тенге за минуту разговора, СМС и мегабайт. И услуга доступна в 60 странах мира. Что для этого нужно? Звездочка, 120, звездочка, 125, решетка. Готово. Ну все, поехали. Сегодня вы узнаете, почему многие болгары любят татуировки. Безопасно ли гулять в 2 часа ночи по городу, где много баров и гуляющей молодежи? Какие опасности подстерегают вас на Балканских горах, когда вы поедете туда на джип-сафари? Болгария относится к той категории стран Европы, население которой год от года убывает. Жители страны ищут удачи в более западных странах Старого континента. Особенно это касается молодежи. Это и понятно. Западнее можно и денежку побольше заработать, и жениха или невесту найти. Тем не менее, в самой Болгарии молодежи немало. Если не своей, так заезжей, поскольку сюда на лето приезжает отдыхать со всего континента. Сегодня я расскажу о том, чем можно занять себя молодому человеку в Болгарии. Как правило, большинство молодежи останавливаются в пляжных городах. Это и неудивительно. Тут и диско-бары, и развлечения, концерты, знакомства и тусовки. В основном вы встретите приезжую молодежь. Особенно шумными являются голландцы, которые мало того, что всегда ходят толпой, еще и не упустят случая выпить горячительные напитки, а затем громко распевать песни, гуляя по улицам пляжного города. Днем молодежь, как правило, спит. Либо же идет на пляж, чтобы накопить силы для очередного шумного вечера. Ну а пока до вечера есть время, можно заняться делами более спокойными. Например, взять в аренду внедорожник и отправиться на сафари по Балканским горам. Внедорожники, как правило, 30-летней давности. Амортизаторы жесткие, дороги убитые, а на каких-то участках и вовсе бездорожье. Если у вас есть шлем танкиста, берите его с собой. Не модно, но голова будет целая и здоровая. Рассказывают, что в этих горах находят очень много предметов старины. Под верхним слоем можно найти монеты, наконечники от стрел, ювелирные принадлежности и многое другое. Неудивительно, ведь в древности здесь проходили торговые пути. Сейчас мы находимся на месте, где во времена Римской империи проходила крепость, отделяющая границы города. И для того, чтобы попасть из одного города в другой, нужно было заплатить так называемую таможенную пошлину. До сих пор здесь находят монеты того времени и кусочки керамики. Хотя нет, камень какой-то. В соответствии с законодательством Болгарии землю копать нельзя. Однако, как рассказывают местные жители, россияне, купившие жилье в Болгарии, не придерживаются правил и в чужой монастырь едут со своим уставом. Часто нарушают закон и бродят в горах с металлоискателями, за что им и выписывают крупные штрафы. Если у вас неожиданно проснутся археологические задатки, копать не обязательно. Вся поверхность усыпана осколками керамики. А самые удачливые, как говорят, находят монеты прямо на поверхности земли. Попробуйте, вдруг повезет именно вам. Сильно не увлекайтесь поисками и не отходите особенно далеко от протоптанных тропинок. Чаще монет тут встречаются ядовитые змеи, которых болгары называют пепелянка. По-русски это будет носатая гадюка. Хотя смертельные случаи неизвестны, встреча с пресмыкающимся вряд ли будет приятной. Туристы из другой группы дважды видели эту змею во время нашего пребывания в горах. Поднимаясь дальше по горам, оказываешься среди густых зарослей деревьев. Остановка. Старинный горный источник.
Тут можно напиться воды в жаркую погоду. Любителям фотографироваться, прижимаясь к дереву, хотим дать дельный совет. Здесь этого делать не надо. Причин целых две. Первая – по ним ползает несметное количество диких балканских муравьев. А вторая – вы еще не забыли про пепелянку. Эта змея хорошо лазит по деревьям. Все-таки не забывайте, что вы не в городе, а на природе. Едем дальше. Меня соблазняют рассказами о том, что кульминацией нашего сафари станет горный водопад неописуемой красоты. В моем воображении начинают возникать образы водопадов Анхель, Игуасу и Бурханбулак. Мы с водителем проделываем огромный путь, прежде чем добраться до него. И вот мы на месте. Впечатления при виде водопада неоднозначные. Формально, да, водитель не обманул. Это действительно водопад. Но он такой маленький, что даже вода в некоторых алматинских фонтанах падает с более высокого расстояния. Чем богаты, тем и рады, говорит водитель и пожимает плечами. Для того, чтобы узнать возраст дерева, нужно посчитать кольца. А я хочу узнать, сколько лет этому холму. И для этого считаю слои земли. 8800. Блин, сбилась. Опять сбилась. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В любом случае, разочарованными вы не останетесь. Природа в здешних местах очень красивая. Если во время вашей поездки будет светлая погода, поднимите взор к небу. Облака в Болгарии фантастически красивы. По своей красоте местное небо, пожалуй, уступает только небу нашей столицы – Астаны. Болгары даже по европейским меркам являются чересчур татуированным народом. Среди молодежи эта тенденция особенно в моде. Татуировки зачастую безвкусные и плохо нарисованы. Они покрывают самые разные части тела. Об этом можно судить благодаря тому, что молодежь тут не сильно старается закрывать свое тело. Оттого и все видно. Во-первых, лето, жара. А во-вторых, это раскрепощенная Европа. Почему безвкусные? Да потому что складывается ощущение, будто татуировки на них рисовал пьяный мастер левой ногой. На плече полненькой девушки красуется криво нарисованная эмблема Супермена. Или же изломанные линии, похожие то ли на молнию, то ли на разбросанные спички на шее молодого человека. Не удивляйтесь, такая безвкусица везде и повсюду. Я долго пыталась понять для себя, чем это объясняется, и, кажется, причину нашла. Тут очень много тату-салонов. А теперь представьте, после очередного веселья молодые люди, проходя мимо такого тату-салона, спонтанно решаются обзавестись новым рисунком. Обычно желание превыше всего. И выбирать лучшее из предложенного – самая быстрая и правильная идея. Оттого могут появляться такие красивые рисунки. Почему в Болгарии так любят татуировки? Предки болгар-фракийцы, как писал 2000 лет назад великий историк Геродот, наносили на себя татуировки как признак благородства. Значит, у народа это в крови. Правда, сколько тут благородства, вопрос оставим открытым. В Болгарии древние образовательные традиции. Миссионеры Кирилл и Мефодий много столетий назад пришли сюда и обучили население грамоте, оставив письменность. В годы развитого социализма высшее образование в стране было хорошего качества. А после бархатной революции везде стали открываться частные вузы. После того, как страна стала членом Европейского Союза, начался этап подстраивания болгарской образовательной системы под европейские стандарты. Впрочем, стандарты эти нам уже хорошо знакомы. Это 3 ступени. Степени бакалавра учится 4 года. А если хочешь получить степень магистра, то нужно учиться 5 или 6 лет. Обучение завершается сдачей государственных экзаменов и защитой дипломной работы. Все как у нас, в Казахстане. Если вам понравилось грызть гранит науки, то можно отучиться еще 3 года в докторантуре.
Если вздумаете поступать на обучение в Болгарию, то прием иностранных студентов производится в соответствии с правилами вузов, различных у каждого. Чаще всего вам предложат годичные подготовительные курсы, которые проходят на болгарском, английском или немецком языках. Если вы не прошли обучение на таких курсах, то вам все равно придется сдать стандартизированный тест на знание болгарского и показать хороший результат. В Болгарии работает 51 вуз, в том числе 42 университета и института, 41 государственный колледж и 9 частных. Качество образования контролируется специально созданным государственным органом. Стоимость обучения для иностранных студентов в среднем 3-4 тысячи евро в год, в зависимости от университета и его расположения. Обучение в докторантуре стоит примерно 6 тысяч евро в год. Уровень жизни в Болгарии доступный, и проживание в стране обойдется в среднем 300 евро в месяц. Если же вы будете жить в общежитии, то будет еще дешевле – от 35 до 150 евро в месяц. Расходы на транспорт и питание не превысят 100 евро в месяц. Самым дорогим городом для проживания, разумеется, является столица Болгарии – София. Иностранным студентам не запрещается подрабатывать во время учебы, и специального разрешения на работу не требуется. Пляжи являются любимым местом времяпрепровождения молодежи. Вода тут достаточно теплая. Летом ее температура поднимается до 24 градусов. И вечером тоже нет отбоя от желающих искупаться. Как правило, это те, кто до моря посетили бары поблизости. Для них нет особой разницы, теплая вода или холодная. Вот уж действительно, молодым море по колено. Пляжные развлечения? Ну, какие они могут быть? Собственно, само море, не совсем мягкий песок на пляже и к тому же и не совсем чистый из-за нехороших туристов, которые оставляют за собой мусор. Могут на пляже массаж сделать. Впрочем, где его тут только не делают. Есть еще такая забава, как пляжный парашют. Его не всегда можно встретить, потому что в ветреную погоду его не предлагают. А то вдруг вас еще унесет ветром в соседний Стамбул или Салоники. Если вы видите одинокий катер, болтающийся на поверхности воды, знайте, погода отличная, а хозяин катера где-то поблизости. Он-то и прицепит к вам парашют, а парашют к своему катеру, и помчится на нем по морю, а вы взмоете вверх. Стоит эта забава 60 лев или чуть более 6000 тенге. На пляже очень много молодых людей. Часто можно стать свидетелем сцен признания в любви. В греческой мифологии считалось, что богиня любви Афродита была рождена из морской пены. Быть может, поэтому море так сильно действует на влюбленных. Ну а сейчас я лежу на морском пляже, и у меня есть свободное время. Я намерена потратить его на интернет от Билайн с тарифом «Легкий роуминг плюс». Пришло время загрузить свои фотографии в Инстаграм и проверить соцсети. И да, это действительно не заняло много времени, потому что скорость интернета хорошая. Рядом с пляжем в городе Солнечный берег расположена главная улица Флауэр-стрит. Прогулка по ней составит не более 20 минут, зато здесь вы найдете все, что хотите. Заведения питания, начиная с фастфудов и заканчивая ресторанами национальной кухни. Аттракционы, которые вызывают острые ощущения и повышают адреналин в крови. Дискотеки, танцы, евроденс, караоке и сувенирные лавки, ширпотреб, тату-салоны и много-много баров, где подают все, что ваша душа пожелает. Вечером начинается настоящее безудержное веселье. Некоторые бары организуют так называемые массовые паб-кроулы по кабакам. Если вы впервые увидите это зрелище, пусть оно вас не шокирует. Сейчас объясню, что это значит. Зазывалы из числа местных жителей обращаются к каждому прохожему, соблазняя его бесплатными явствами и возможностью зажечь сразу в нескольких барах одновременно. Но бартер такой. С них лакомство, с тебя сопровождение массы таких же, как и ты, любителей не платить деньги.
Вот и набирается паровозик-хоровод из людей, который курсирует по улицам Солнечного берега с криком, шумом и песнями. Организаторы паб-кроулов хорошо знают психологию человека. Помните эксперимент, где один человек на оживленном перекрестке смотрит в небо, хотя там ничего нет? Многие оглядываются на него, но проходят мимо. Результат меняется, когда ставят в одном и том же месте сразу несколько человек, обращающих свой взор наверх. Тогда прохожие начинают останавливаться и тоже присоединяются, также начинают смотреть в небо. Во многих барах, кстати, играют живую музыку. Предпочтение дается рок-музыке. Любители звука будут в восторге, потому что звук тут просто потрясающий. Да и исполнительское мастерство рок-групп на высоком уровне. Перед сценой, на которой выступают музыканты, всегда собирается толпа ленивцев, качающихся в такт музыки. Сейчас я иду по центральной пешеходной улице Солнечного берега. Называется она Flower Street, улица цветов. Здесь расположено очень много различных пабов, кафешек и ресторанов. И такие запахи доносятся, я просто не могу. Я очень хочу кушать, я очень голодна. И сейчас мне предстоит определиться, где же я буду ужинать, где же отведаю, наверное, болгарскую кухню. Я такая голодная, что съем слона. Большого болгарского слона. У нас слона есть, девушка. У вас есть слон? Конечно. Здорово. Вы слон, правда, хотите покушать? Конечно. Филе от слон сейчас делаем. От кенгуру тоже. А что у вас еще есть? Почти все. Что любите кушать? Не знаю, может быть, морепродукты, рыбу или мясо. Морепродукты, конечно, есть. И мясо есть курица, свинина, телятина, баранина еще. Здорово. У вас есть меню на русском языке? Да, конечно. У нас часто приходят русскоговорящие туристы, мы их любим. Болгары любят мясные блюда. В каждой порции очень много мяса. Особенно жалуют стейки и барбекю. Для нашего человека это очень хорошие новости. Вкусно поесть, даже находясь на самой центральной туристической улице, обойдется недорого. Вы будете в восторге от вкусовых качеств местных блюд. Только что сказали, что болгарский язык непонятный. Не знаю, кому как. У меня, например, никаких проблем нет. Все очень просто и понятно. Вот давайте просто по меню пойдем. Пилешки шиш по нашему домашнему рецепту. Все же понятно. Пельмени с шишками по домашнему рецепту. И идем дальше. Ага. Свинская котлета по классическому рецепту. Видимо, очень плохо сделали котлету, просто по-свински. Домашние наденечки. Видимо, домашние надечки готовят. Огнешка котлета. Котлета с пылу с жару. Стейк от тележка контрафили. Я думаю, такой большой стейк, что его просто привозят на тележке. Все понятно. Рибай стейк. Разноцветный стейк. Приятного аппетита. В город Солнечный берег приезжает огромное количество иностранных туристов. Причем многим из них даже нет особой разницы, в каких гостиницах останавливаться. У простого отдыхающего может сложиться впечатление, что сюда со всей Европы приезжают только из-за тусовок. Известно, что в Советском Союзе такого не было. И люди всегда стеснялись показывать свои эмоции. Скорее всего, этого также и не было в странах социалистического лагеря сателлитов Советского Союза, в число которых входила и Болгария. А потом соцлагерь развалился. Болгария стала свободной и потянула ее в Европу. А из Европы потянулись к ней туристы. Молодые. Многие за развлечениями. Даже в песнях в барах поется об этом. Понятно, что в пляжных городах не стоит искать высокой нравственности, но то, что тут очень весело, это факт. Меня
очень нравится этот пирс на берегу Черного моря. С одной стороны лунная дорожка и шум прибоя, а с другой стороны огни ночного города, которые так и манят. Ну, нас долго упрашивать не надо, поэтому мы уже идем веселиться. Пошли, пошли, пошли. Даже несмотря на повышенную концентрацию не очень трезвых людей, прогулка по ночному берегу даже в 2 часа ночи является безопасной. Все гостиницы расположены тут вдоль берега. Если вы хотите насладиться ночной прохладой, а также увидеть луну, отраженную в море, то обязательно выходите на ночную прогулку. Путешествуйте по всему миру налегке с услугой «Легкий роуминг плюс». Смотрите в нашей следующей программе. Калолечение является популярным методом оздоровления в Болгарии. Нет-нет, это не совсем то, о чем вы могли подумать. Калолечением в Болгарии называют самое обыкновенное грязелечение. Музей соли. Тут ее не просто выставляют, а главное – добывают.